Яхаенко Лидия Ивановна родилась 20 декабря 1911 года в городе Якутске в семье рабочего. Отец Иван Михайлович Хаенко сослан в Якутию как полицейный, член партии, работал мотористом на казенном катере. Мать Амосова Ксения Петровна, заслуженная учительница ЯССР, награждена орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Проработала учительницей 50 с лишним лет в школах города Якутска и районах. В 1927 году я окончила 7 классов, затем училась в педтехникуме до 1930 года. В комсомол вступила в 1928 году. С 1943 года член КПСС. Заочно окончила культурно-просветительскую школу в 1949 году. Получила специальность библиотекаря массовой библиотеки средней квалификации. Трудовая деятельность началась с конца 1930 года. Работала в библиотеке имени Пушкина. С 1938 по 1945 годы работала директором городской библиотеки имени Белинского. В мае 1945 года назначена заведующей отделом городской кинофикации, с декабря 1947 года заведующей отделом культуры горисполкома. В 1954 году вернулась в библиотеку имени Белинского на должность директора, в которой и проработала до ухода на пенсию в октябре 1985 года. Имею 3 детей, за рубеж не выезжала, партизысканий не имею. Считаю, заслуга Лидии Ивановны в том, что она действительно очень любила своих молодых специалистов. Мы считаем себя ее вечными учениками. Она привила в нас любовь, прежде всего, к профессии, любовь к читателям, любовь к книге. И сегодня считаем, что в нас именно фундамент к нашей профессии привила именно Лидия Ивановна Хаенко. Лидию Ивановну очень все уважали в городе, не только по партийной линии, но и простые обыватели нашего города. Многие знали ее как директора Центральной городской библиотеки, потому что она любила выходить к читателям в абонемент, в читальный зал, здоровалась со всеми, разговаривала с ними, могла поговорить и о книгах, и о прочитанном, обо всем, и о последних событиях в мире, поэтому ее многие знали, даже детишки ее знали и любили ее. Я горжусь тем, что я пришла именно в период работы Лидии Ивановны Хаенко. Я этим очень гордилась. Вот действительно, куда бы ни шли, всегда вы от Лидии Ивановны Хаенко, говорили нам. Жили очень весело, очень, много сейчас говорят, креативно, да? Вот так вот проходили наши мероприятия. И Лидия Ивановна Хаенко, наше сердце, наша душа библиотеки, которая так и говорила, библиотекарь – это душа библиотеки, девочки, помните об этом. А читатель ваш – это первый ваш закон, вы должны ему во всем доверять, вы должны с ним говорить на равных, никого не умаляя, не возвышая. Они для всех, и маленькие, и взрослые читатели, они для всех должны быть одинаковые, ко всем с уважением и с особым каким-то пиететом. Она хотела, чтобы мы к ним относились. Лидия Ивановна всегда знала место и роль своей библиотеки в культурной жизни республики. И не зря поставила вопрос о реорганизации городской публичной библиотеки в центральную. Далее пошли вопросы о централизации сети библиотек города Якутска. Это многому обязывало коллектив. Однажды в молодости Лидия Ивановна Хаенко встречалась с Надеждой Константиновной Крупской. И, общаясь с ней, она запомнила одну очень такую ценную фразу, которую несла девизом всей своей, профессиональной деятельности. Фраза звучала следующим образом: «Библиотекарь, душа, дело». И мне кажется, что вот эти именно слова, что библиотекарь, душа, дело, сейчас несут в себе, можно сказать, весь коллектив нашей централизованной библиотечной системы. В 2002 году по инициативе коллектива была организована премия «Душа,
дело». Эта премия создана с целью сохранения и увековечивания имени о Лидии Ивановне, о ее вкладе в библиотечное дело. Продолжая эту тему, в 2010 году была организована другая премия, она называется «Молодо зелено», и присуждается она нашим молодым специалистам. Ее целью больше является, конечно, мотивация к своей профессии. Сегодня у нас есть молодежная библиотечная ассоциация, и она тоже носит это же название «Молодо зелено». И это такой момент преемственности именно того, с чего Лидия Ивановна начинала свою работу, какой вклад, который мы несем, и он проходит у нас сквозь, можно сказать, через данные премии.